Шквальный огонь по аэродромам РФ, российский постпред при ООН идет против Кремля, а украинский генштаб заявляет о начале наступления. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Дроны вместо звездного неба. 12 регионов России атакованы. Украина добивает военные объекты. Куда прилетела? Буферная зона в 3 областях. Армия Кремля начала реализацию плана Путина. Каков приказ Москвы? Детали. Резкая речь Трампа. Американский президент унижает мировых лидеров, рассказывая о том, что стали перед ним на колени. Скандальное заявление. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. 3 военных аэродрома России под ударом. В РФ заявляют о налете более 150 БПЛА на 12 регионов страны, а также на Крым. Атака длилась как минимум 10 часов. Итак, дроны долетели до Краснодарского края, Ставропольского, до Северной Осетии, Воронежской, Курской, Белгородской, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской и Орловской областей. БПЛА прицельно летели к военному аэродрому в Оренбургской области, в Моздоке, это Северная Осетия, а также в Энгельс, это уже Саратовская область. Традиционно российская сторона заявляет, что все цели в небе были уничтожены или перехвачены. Почему ни разу не признали потерь и что можно сказать об эффективности российской ПВО? Эту тему мы обсудили с военным аналитиком и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, который прекрасно знает, как Киев планирует свои операции на территории РФ. Это стратегия войны, это не новая стратегия, это стратегия Украины, это стратегия Российской Федерации. Не дать возможность противной стороне получить данные объективного контроля, насколько твои удары были эффективными, насколько они были успешными. Не дать возможность планировать дальнейшие удары. В Российской Федерации все намного проще. Народ держит за идиотов, народ вообще всерьез не воспринимают. Ему сказали, все было сбито, даже если человек видит, что горит завод, прилетает еще один беспилотник, против него всегда можно открыть уголовное дело по статье «Дискредитация российской армии, распространение фейков». А Россия не отказалась от ночного террора дронами. Днепр и Харьков армия Путина накрыла шквалом ударных беспилотников. Целились в том числе по жилым кварталам. В Днепре более 10 пострадавших, повреждения многоэтажных домов. В Харькове ситуация также непростая. Город стал мишенью для как минимум 20 дронов. Разрушены 15 частных домов. Повреждены промпредприятия и автобаза. Возникли масштабные пожары. Мэр Харькова назвал эту атаку самой масштабной с начала большого вторжения РФ. Раз мы видим, как россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, и лежат игрушки, садики не работают, родители брали иногда детей с собой. Тут не было ни военных объектов, не было ничего. Тут работали гражданские люди. Это очередной раз подтверждает то, что РФ обстреливает мирно. Были влажные салфетки, была мебель, была выпечка. Не было военных объектов, не было здесь ничего. России указывают на место. Представители США в ООН уже открыто говорят, что не собираются терпеть недобросовестных переговоров или же нарушений обязательств в то время, когда Трамп пытается завершить войну. Мы призываем Российскую Федерацию учитывать, что удары, подобные тем, что произошли в Кривом Роге, и казни военнопленных могут подорвать усилия по достижению мира и все связанные с этим переговоры. Ракетный удар 4 апреля еще раз подчеркивает необходимость окончания этой разрушительной войны, и мы в конечном итоге будем судить о приверженности президента Путина прекращению огня по действиям России. А вот постпред России в ООН Небензя впервые, как представитель Москвы, опроверг заявление российского Минобороны по поводу удара по ресторану в Кривом Роге. Давайте вспомним. 4 апреля в ведомстве Белоусова опубликовали такое сообщение. В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
В сообщении четко говорится о высокоточном ударе по месту проведения. Выпуская такое заявление, Минобороны как военное ведомство должно опираться на данные разведки, а значит было уверено в своих действиях. А вот уже Небензя рассказывает, что высокоточная ракета не долетела. Он, как официальный представитель России, заявляет, что она якобы была сбита украинской ПВО. И, конечно же, не признает, что ответственность за гибель жителей Кривого Рога лежит на России. К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины, выпущенной на перехват украинской ракеты, послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае, именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с ресторанов людей. Небензя при этом вновь заявляет, что в ресторане, по которому целилась армия Путина, были натовские и украинские инструкторы. В Украине, напомню, уже опубликовали видео, что на самом деле происходило в заведении в момент атаки. Там праздновали день рождения, а также проходил бьюти-форум. Напомню, что в результате российского удара по жилому кварталу погибло минимум 20 человек. Из них 9 – это дети, которые были на детской площадке. Еще около сотни человек находятся в больницах. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Путина необходимо остановить. Последствия войны в Украине могут почувствовать далеко за пределами самой Украины и даже Европы. В этом уверен генсек НАТО Рютте. Он объяснил, почему Кремль не должен получить желаемое. Мир внимательно следит за войной и ее исходом. Китай, безусловно, наблюдает. Если мы позволим Путину использовать силу для достижения своих целей, это не останется незамеченным. Сегодня это Украина, завтра это может быть Восточная Азия. А Китай действительно внимательно следит за событиями в Украине. Там уже отреагировали на заявление Зеленского о том, что ВСУ взяли в плен 2 граждан КНР. В Пекине при этом уверяют, что сейчас проводят проверку. Но уже, судя по первым заявлениям, дают понять, что их соотечественники могли стать участниками войны против Украины, однако не с подачи Пекина. Следует подчеркнуть, что китайское правительство всегда просило своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и избегать участия в них в любой форме, и в частности не участвовать в военных операциях каких-либо сторон. Трамп не собирается останавливать торговую войну. Он, наоборот, очень доволен ею. На президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса США он внезапно заявил, что лидеры других стран унижаются перед ним в надежде провести переговоры о пошлинах. В смокинге и в бабочке, без традиционного красного галстука, американский президент начал рассказывать, как другие мировые лидеры образно опускаются ниже его пояса, чтобы угодить. Это самая крупная сделка в истории нашей страны. И не позволяйте каким-то политикам говорить обратное, потому что я вам говорю, эти страны звонят нам, целуют мне задницу, мечтают заключить сделку. Пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, сэр. А потом я вижу какого-нибудь бунтаря-республиканца, знаете, какого-то парня, который хочет попиариться, и он говорит: я думаю, что Конгресс должен взять переговоры на себя. Позвольте сказать, вы не умеете вести переговоры так, как это делаю я. Если Конгресс займется переговорами, готовьте Америку к распродаже, потому что мы разоримся. Путин пошел против Трампа. Кремль не боится недовольства американского президента, поэтому РФ активизирует ситуацию на линии фронта. Обстановка настолько динамическая, что меняется каждые сутки. Украина заявляет об опасности прорыва. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских военных и аналитиков. Вновь одной из огненных и горячих точек является Покровское направление. Там Россия накапливает свои силы. Россияне подтягивают технику и людей. Один из украинских разведчиков рассказал, что штурмовые группы ВС РФ сосредотачиваются не только вокруг Покровска, но и, вероятно, готовят удар на запад и готовы зайти в Днепропетровскую область, в частности, в Новопавловку. Если бы войска Путина зашли в эту область, то событие стало бы переломным моментом. Более того, это была бы первая новая украинская область, частично оказавшаяся под российской оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения, начавшегося более 3 лет назад. По данным украинского картографического сервиса Deep State, силы Путина находятся всего в 6 километрах от границы области. Тем временем, по словам местных властей, жителей приграничных районов уже начинают эвакуировать.
Авторы CNN считают, что для Путина и, возможно, для американских переговорщиков контроль России над частью Днепропетровской области мог бы стать полезным козырем в будущих переговорах. Это была цитата. Украинские военные аналитики тем временем считают, что у РФ могут быть и другие планы по заходу в эту область. Но если Deep State покажет, что все, вот эта вот территория тоже уже под оккупацией российской армии, что болезнь, эта онкология распространилась и уже на Днепропетровскую область, для украинцев это будет медийно очень больно, очень болезненно. Я не готов сказать, есть ли у Российской Федерации возможности именно так, чтобы оккупировать Днепропетровскую область. То есть не знаю, есть ли у них такие задачи. Я больше увязываю наступление на Днепропетровскую область. Если открыть карту Deep State, то это, знаете, как огородами обойти фортификационные сооружения, которые находятся вокруг города Покровска, и попробовать его взять с другой стороны, перерезать дорогу Павлоград, Покровск, и таким образом обескровить, обесточить этот город. Нет дороги, нет продуктов питания, нет военных, нет воды, нет бензина, нет боекомплектов. Главком ВСУ впервые подтверждает, россияне фактически начали свое наступление еще и на Сумском, а также Харьковском направлениях. В украинском генштабе говорят, что армия Путина не планировала и не собирается останавливаться, ведь выполняет задачи Кремля. Их несколько, в частности, создание буферной зоны. Кардинальность ситуации не изменилась. Противник продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск, продвижения вглубь. Он стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей, создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Ташкентский вагоностроительный завод теперь под российским контролем. Узбекистан фактически отдал ключевое предприятие в руки топ-менеджеров российской компании, связанной с Трансмашхолдингом. Теперь все бразды правления перешли к российской структуре, а в наблюдательный совет вошли в основном россияне из предприятия, которое является одним из флагманов железнодорожного машиностроения РФ. Полномочия прежнего наблюдательного совета досрочно прекращены. Новый состав Совета включает 9 человек, в том числе министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова и главного инженера узбекистанских железных дорог Шарафаддина Кадирова. Остальные 7 членов представляют Транспорт Инжиниринг Центр, компанию, которая была зарегистрирована в Ташкенте в январе 2024 года. 5 из них – граждане России. С чем связаны такие перестановки и изменения, стороны не сообщают. Из тюрьмы на подиум в Беларуси 18-летняя сотрудница одной из самых суровых тюрем режима решила покорить жюри конкурса «Мисс Беларусь». На кастинге в Могилеве юная участница с улыбкой на лице заявила, что всю жизнь мечтала носить военную форму и поэтому с большим удовольствием работает в тюрьме, где содержатся в том числе политзаключенные Беларуси. Мечты о карьерном росте 18-летней Эвелины Макаровой и ее спокойном отношении к тюремным правилам удивили даже членов жюри. В настоящее время я работаю в исправительном учреждении «Тюрьма номер 4». Это моя мечта с детства – носить форму, погоны. Нет. Как мечта детства? Извините, вот прямо, да, Эвелин, тут уже и Виктория Олежко возник вопрос. Вот работать в тюрьме мечта детства была? Не работать, а носить форму, погоны. Вот всегда хотела стать военной. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.